В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии с вами. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Павел Новиков. Это утренний эфир. Сегодня 19 марта. И, естественно, главная тема, которую мы обсуждаем с вами в ближайшее время, причем ваши звонки тут будут очень важны, это послевкусие так называемых выборов. Итак, 18 марта прошли выборы президента соседней России. Выборы были также организованы на Крымском полуострове, на аннексированном Крымском полуострове. Как они прошли? Что будет из этого? Да, мы меньше даже обсуждаем, кто в результате победил, потому что многие и страны, и политические обозреватели называли итог выборов, ну, скажем так, предсказуемым. Но как это происходило и что с этим делать нам лично, нам, уважаемые радиослушатели, вот это все мы будем обсуждать с вами, будем обсуждать с теми людьми, которые будут включаться к нам в эфир. Это Радио Крым Реалии. Сразу напоминаю, телефоны для ваших звонков. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма. Звонки бесплатные. И 044 490 29 05. Это звонок для тех, кто слушает нас на материковой части Украины. Стоимость звонков согласно тарифов вашего оператора. У нас есть трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. У нас есть Твиттер. У нас есть сайт Радио Крым Реалии, где всегда можно смотреть трансляции и комментировать, соответственно. И мы начинаем. Тема дня. Итак, тема дня сегодня – послевкусие выборов. Разбор того, что происходило накануне, как это происходило и что с этим будет дальше. Выборы состоялись. Сказано, что явка в целом составила больше 50%, то есть более половины. Результаты голосования будут известны окончательные и официальные уже сегодня. Разные предварительные назывались. В общем, как это все происходило на территории аннексированного полуострова, для того, чтобы дать вам картинку, такую общую картинку того, что и как происходило, я предлагаю вам послушать материал, который подготовили мои коллеги, и там все есть. Крым в центре внимания. Россия, милая Россия, здравствуй, с новой силой, добрый путь. Концерт, спортивные соревнования, ярмарка. Так, 18 марта в Симферополе праздновали День выборов президента России и годовщину аннексии полуострова. Российский министр спорта Крыма Елизавета Кожичева, побывавшая на развлекательном мероприятии на площади имени Ленина, в интервью крымским СМИ заявила: после так называемого присоединения наблюдает на полуострове все больше положительных изменений. Сегодня же день воссоединения Крыма с Россией. В Крыму спорт развивается. Изменилось очень много. Начала развиваться спортивная инфраструктура, строятся объекты, ремонтируются спортивные залы. Появляется у ребят новое оборудование, новая форма. Ребята чаще стали выезжать на соревнования. Привлечь избирателей на участке пытались разными способами. Так, возле участка номер 358 в Симферополе развернули точки выносной торговли с квашенными овощами и выпечкой. Продавцы рассказали корреспонденту Крым Реалии, на выборы их попросил приехать Союз фермеров, в котором они состоят. А в селе Мирном Симферопольского района местные власти организовали для избирателей с детьми бесплатные попкорн, сладкую вату и аттракционы. Ранее председатель подконтрольной Кремлю избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявлял: всего для крымских избирателей распечатали около 1,5 миллиона бюллетеней. Журналисты Крым Реалии поинтересовались у жителей полуострова, принимали ли они участие в выборах и за кого голосовали. На деле вся процедура выборов нужна не для того, чтобы выбрать человека, какого-то кандидата, которого, может, даже не существует, а двойники вместо него. А это нужно для того, чтобы человек передоверил свою ответственность, скинул ответственность с себя, свой голос отдал кому-то, вместо того, чтобы нести ответственность за собственную жизнь. Ответственные люди на выборы не ходят. За Путина. А Путин хороший человек. Моего брата земляк. Я не голосовал. Мне некого там выбирать. За Владимира Владимировича, потому что он позволил
вернуться нам в Россию обратно. Некоторые военные в Севастополе могли проголосовать досрочно. Речь идет о моряках, которые в день выборов должны были находиться в море. А уже утром 18 марта севастопольские СМИ сообщили, проголосовал весь флот. Обычных севастопольцев пытались привлечь на избирательные участки медалями «С Россией навсегда». Памятные знаки должны были получить все горожане, которые придут проголосовать. Однако медалей не хватило примерно на половине участков города. Подконтрольный России председатель Севастопольской городской комиссии по проведению референдума 2014 года Валерий Медведев рассказал, они задерживаются на Керченской переправе из-за шторма. Как сообщило издание «Примечание», в результате некоторые избиратели отказывались отдавать свой голос без обещанного памятного знака. Крым в центре внимания. На радио Крым Реалии. Крым всегда в центре внимания. Напоминаю, меня зовут Павел Новиков. Это утренний эфир на радио Крым Реалии. И еще раз напоминаю номера телефонов, по которым вы можете позвонить к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Есть трансляции в Фейсбуке и Ютубе. Вы можете туда тоже писать комментарии. Самые интересное я, естественно, прочту. И вот обсуждаем, что же вчера произошло. Кроме того, что моряки проголосовали еще многие накануне. В Севастополе имеется в виду, а уже по факту утра 18 марта, то есть вчерашнего дня, проголосовали все. Медали, которые всем обещали дать. Как это все происходило? Вот это будем обсуждать в том числе с вами и с людьми, которые включаются к нам в эфир. В данный момент у нас обозреватель, журналист из Севастополя Давид Аксельрод на связи. Давид, здравствуйте. Доброе утро. Можете описать, как проходил вчерашний день, насколько он был напряженным? Потому что, ну хорошо, мы как журналисты, мы все время смотрели ленты новостей, мы смотрели, что происходит на участках, смотрели веб-камеры, которые установлены на участках. Ну как оно было изнутри, расскажите. Ну, я не сказал бы, что как-то ощущалось какое-то напряжение в городе, в принципе. Теми или иными способами создавалось такое праздничное настроение. Целый день в центре города играла музыка, ездил автомобиль по городскому кольцу, ну, по крайней мере, в первой половине дня, вот то, что я видел, который призывал через мегафоны граждан участвовать в выборах. Ну, в целом, жизнедеятельность города была обычной. Я не заметил вот чего-то экстраординарного, честно говоря. Хорошо, тогда следующий вопрос. По вашим ощущениям, вы были в городе. Насколько активными были избиратели? Были ли очереди возле избирательных участков? Я не знаю, каким образом людей привлекали туда, кроме автобуса, который ездил по кольцевому маршруту и объявлял в громкоговоритель, что нужно всем прийти? Ну, я посетил лично 3 участка, два в центре и один в жилом районе, в спальном. По-разному было. Вот я их в несколько этапов, так сказать, посетил в течение дня. И утром явка была достаточно низкая и в центре, и в спальном районе. После чего где-то к обеду, когда я подошел, было очень много людей в центре города. Я не скажу, что была очередь. В принципе, те участки в центре были оборудованы достаточно хорошо, и пропускная способность избирателей была достаточно высокая. Но количество людей было действительно очень большое. Что касается привлечения, вы знаете, ярмарок не было. Может, их не было на тех участках, на которых был я, но вот то, что я говорю, то, что я видел. Вот. Людям предлагали сделать селфи на фоне такой картинки с Севастополем и предлагали такую палочку с надписью «Я выбрал президента». И, в принципе, достаточно большое количество людей соглашалось. В первой половине дня выдавали всем медали. В принципе, эксцессов, вот о которых заявили коллеги, не было. Они начались, естественно, позже, когда медалей не хватило. А так все выходили с медалями, фотографировали их, улыбались. Ну вот
все вот примерно в таком ключе. И последний, наверное, к вам вопрос. Много перед днем голосования, перед 18 марта было сообщение о том, что особенно госслужащих, учителей, врачей и, кстати, даже попавших к ним в руки, условно говоря, то есть больных, которые лежат в больнице, да, их принуждали проголосовать, не отпускали домой или там говорили о том, что обязательно нужно, я не знаю, родителям школьников обязательно нужно отзвониться классному руководителю или, например, учителям нужно обязательно после того, как ты поучаствовал в голосовании, позвонить директору школы. Вот о таких методах, я не знаю, там, вовлечения людей в избирательную кампанию известно ли что-нибудь вам? Ну, да, мне лично как бы какой-то такой инсайдерской информации не поступало, но я, в принципе, склонен доверять правозащитникам, которые публикуют подобные данные, но в то же время я вижу, что это не выходит за рамки вообще российского тренда, потому что в России происходит, ну вот если отследить, да, ситуацию до выборов, происходят, ну, такие же точно вещи, да, бюджетников, учителей, врачей, студентов в том числе привлекают на участки, в том числе и методом таким добровольно-принудительным. То есть настоятельно рекомендуют посетить участок и каким-то образом отчитаться о его посещении. Поэтому, в принципе, я склонен полагать, что эта информация верна. Хорошо, и вот последний, вот теперь уже точно последний вопрос. Некие политические обозреватели, некоторые, говорили, что сама по себе явка на выборы, ну то есть обеспечение более 70% явки или более 50% явки для каждого региона Российской Федерации по-своему, но отдельно для аннексированного Крымского полуострова обеспечение какой-то достаточно высокой явки, по крайней мере, в более чем 50%, это принципиальный вопрос, и если эту явку не создать, если эту явку не обеспечить, то могут, условно говоря, полететь головы руководителей местных администраций. Насколько этот приказ, я не знаю, это наставление было выполнено, по вашим ощущениям? Ну, я могу говорить, что в Севастополе, в принципе, была ожидаемо высокая явка, и я думаю, она состоялась. Я сомневаюсь, на самом деле, что тут как-то искусственно методом каких-то серьезных фальсификаций эту явку накручивали, потому что, ну, кампания по агитации людей приходить на участки была достаточно длительная, и многие люди до выборов по разговорам действительно собирались идти на участки и голосовать за какого-то из кандидатов. Поэтому я думаю, что она действительно была выполнена. Спасибо большое. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, ход прошедших выборов в Российской Федерации. Эти выборы также были организованы на территории аннексированного Крымского полуострова. Естественно, мы сообщаем о том, что Украина и большинство стран Запада не только не признали эти выборы, но также и сказали, что организация этих выборов является процессом незаконным. Более того, прокуратура Автономной Республики Крым еще за неделю или за 2 недели распространяла заявление, и оно же было накануне 18 марта, о том, что люди, которые принимают участие в выборах как избиратели, ничем не рискуют, по сути, но, с другой стороны, люди, которые принимают участие в организации этого самого голосования, которое, напомню, Украина не признает, могут впоследствии столкнуться с преследованиями со стороны правоохранительной системы Украины. И у нас есть радиослушатель на связи. Доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Расскажите, как вас зовут, как вы прожили вчерашний день? Говорите правду. Вы сказали, больше 50%. Не больше 50%, а больше 60% проголосовало. Из них 92%, больше 90% проголосовало за Путина. Это о чем-то говорит. Да, это, Надо например... говорить правду. Ну вот вы уточнили, хорошо, что вы уточнили. А как вы прожили вчерашний день, расскажите? Хорошо. Я вот болею, дома лежу, вот. Заявление написали, чтобы приехали ко мне и проголосовали судно. Приехало 4 человека, милиционер там и избирательной комиссии, бросил в урну, все хорошо. Спасибо вам за это мнение. Скажите, вот вы же явно не первый раз голосовали уже, в своей жизни. Можете найти отличия или что-то схожее? Как было...
уже отключился слушатель, бросил трубку, извините. Ладно, тогда слушаем следующего нашего радиослушателя. Здравствуйте, это радио Крым Реалии, вы в эфире. Представьтесь. Слушайте меня, пожалуйста, в трубку. Да, отойдите от радиоприемника. Слушаем вас, вы в эфире. Да, доброго ранку. Я вам скажу, що насчет виборів. Я наблюдав за цими виборами, що чого. Кримські татари, де-то 0,5% пішло голосувати. Практично кримські татари не голосували на цьому на референдумі, вони не пішли на ці вибори. А ви знаєте, я вам скажу, як будь-то гімном намазаний цей імператор, і всі побігли. Все, давай, Путин. Спасибо вам за ваше мнение, но я бы попросил наших радиослушателей воздерживаться от, ну, скажем так, неприличной лексики в нашем эфире. Спасибо вам еще раз за ваше мнение. И у нас следующее телефонное включение. Атаман крымского казачества Сергей Акимов с нами на связи. Почему мы включаем этого человека? Ему перед выборами, еще в пятницу, да, то есть, получается, 3 дня назад, запретили проводить любые протесты и общественную деятельность. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот вы собирались проводить акции перед днем выборов. Почему, как вы считаете, вам запретили митинговать или проводить какие-то публичные протесты? Ну, а как вы думаете, кому это нужно перед выборами тем более? Власти вообще как бы они против всех любых протестов и всего остального, да, в принципе. А здесь выборы президента Российской Федерации. Естественно, хорошо или плохо, лучше постраховались, и запретили, да и все. Самое простое решение, и нет проблемы никакой. Хорошо, а расскажите, пожалуйста, как вот по вашему ощущению прошел день голосования в воскресенье 18 марта? Что вы отметили важного для себя? Ну, вот смотрите, давайте начнем чуть-чуть позже, вот с сегодняшнего дня. Да, то, что первое я увидел после выборов, вот я сегодня приехал ребенка отвозить в школу, там был, естественно, выборный участок. Все завалено пустыми бутылками водки. Не знаю, отмечали или хорошо, или плохо, но полностью, как обычно, у нас... По крайней мере, праздновали, да? Ну да, конечно, у нас очень много праздников, те, которые постоянно празднуют, работать зачем? Работать людям не надо. Очень много. Легче, когда люди не работают, тогда проблем никаких нету. Там кто-то напился, кто-то подрался, кого-то убили, знаете как. Ну, это система такая. А по поводу выборов я хочу сказать одно. То, что вчера, допустим, естественно, явка была, скажем так, я не знаю, там по процентам, конечно, отношения. Знаю, что приходили люди, те, которые убирают себе будущее, это те люди, которым за 65 лет уже, как обычно, это же сам электорат, тот самый электорат, кому 65 лет, 70, 80 и 85. Я общался, я был на 5 участках, все равно я поехал, прошелся, посмотрел, как это все дело, общался с людьми, это будет все в интернете. Говорил, первый вопрос у меня был такой, естественно, как вот перед этим я слушал, что выступали там люди, что все голосовали за Путина, естественно, потому что другой вариант какой? Больше никого ж не было. Кто реально что-то мог или что-то мог представить и предоставить. Те же люди, они 25 лет тому назад точно так же выдвигались, понимаете? То есть, скажем так, не было никакой конкуренции. Вот и все. То есть у нас страна, всем довольна получается, все хорошо и все замечательно. Вот, то есть, по-вашему, это получается такая консервация, да? Все голосуют за того человека, у которого нет альтернативы, и основной избиратель — это избиратель 50 плюс лет, или, как вы сказали, 65 и старше. То есть побольше, да, даже побольше, я вам хочу сказать. А знаете почему? Потому что им уже ничего не надо, они выбирают свое будущее. Или это дисциплинированные избиратели? Да, вариант какой? Им дома ли посидеть, знаете, или сходить какое-то развлечение. Тем более у нас именно в Крыму, не знаю, как по всей России, но я думаю, это в Крыму только было. Бесплатный был транспорт, и люди даже не стеснялись говорить, а бесплатно же, мы проедемся, погуляем по городу, понимаете? Больше того, я знаю, что где-то по деревням, я сейчас буду собирать информацию, даже бесплатно давали булочки. Бабушки по 6 булочек себе взяли, как раз хватит на 6 лет, наверное, я так думаю, по одной булочке в год. Но я знаю одно, что буквально завтра, послезавтра они будут ходить по рынку и точно так же говорить, за сердце хвататься и говорить, ой, какие продукты дорогие, понимаете? Но тем не менее, поехать за бесплатной булочкой на бесплатном транспорте у них получилось. Естественно. Вчера был очень хороший день, прям вообще замечательный, чуть ли я не знаю, как коммунизм назвать там или... вообще там замечательно, как фантастика, все бесплатно, все хорошо, даже у нас выступала дискотека «Авария» здесь в Симферополе на площади, поскакали там опять же люди,
те же бабушки, и те же студенты, и все остальные, знаете, которые как бы до будущего, они еще не понимают. Те уже ничего не нужно, а эти еще не понимают, вот и все. Ясно. Спасибо большое. Сергей Акимов, оттаман крымского казачества, был с нами на связи, рассказал, как прошел вчерашний день для него, и рассказал, что основными избирателями были люди 65 и старше, многие из которых, по его словам, съездили за бесплатными булочками на бесплатном транспорте. У нас есть звонок из Крыма, насколько я понимаю. Доброе утро, слушаем вас, представьтесь. Доброе утро. Доброе, слушаем вас. Значит, это Владимир из Крыма, и тоже журналист. Значит, я хочу сравнить, как было раньше выборы и как теперь. Я помню советские времена, значит, выбирали одного человека, допустим, только, Верховный Совет. Значит, музыка, духовой оркестр, значит, ларьки работают, там это самое, вот. Было весело, интересно. Значит, вчера, конечно, духового оркестра не было, значит, ларьки не работали, никого не приманивали, как говорится, но люди шли с приподнятым настроением. Значит, вот... То есть в этом ключевое отличие, да? То есть ключевое отличие в том, что не было духового оркестра, но люди шли с приподнятым настроением. Продолжайте. По явке хочу сказать. Если при Украине, значит, мои сыновья, ну, сейчас им 50 и 48 лет, очень редко ходили, не верили, то вчера, вот, и на референдуме семья была вся, и вчера вся, и также другие семьи, соседи, и дети, и внуки все были. Так что явка у нас в 2 раза выше была, чем при Украине. Ну, а то, что мы лидера своего, 92% по Севастополю, 92% с лишним по Крыму. Значит, наш лидер молодец. Все, я вас понял. Спасибо вам большое за звонок. И у нас следующее включение. Очень динамичный эфир. Спасибо, что подключаетесь. Заир Смедляев, активист крымско-татарского национального движения, с нами на связи. Здравствуйте, Заир. Один из наших слушателей, который звонил из Крыма, сказал, что максимум 0,5% крымских татар пошло на выборы. Вы согласны с такой оценкой? Ну, к сожалению, не максимум 0,5%, но в пределах 10% крымских татар приняло участие, не выше этого. Почему? Потому что есть работники бюджетных сфер, где очень жестко ставили эти условия. Под карандаш должна быть явка, отзвон, все эти вещи. Ну, тем не менее, надо отдать должное, что около 90% крымских татар поддержали вот те призывы не участвовать в этих выборах. Ну, в принципе, я хочу сказать, что не только крымские татары, но и крымские украинцы, и граждане других национальностей. Активность не очень высокая была. Вот нам только что звонил человек, который сказал, что высокая активность, и даже при том, что в отличие от советских времен не было духового оркестра, я сейчас просто цитирую человека, который к нам позвонил, тем не менее люди шли на выборы с приподнятым настроением, и он сказал о 92%, которые проголосовали за, цитирую, нашего лидера. Вы говорите о том, что активность была не очень высокой. Вы считаете, что явку накручивали или там догоняли как-то, я не знаю, стимулировали? Ну, помимо вот всех тех этих репрессивных мер, да, обязаловки, всего остального, курсировали автобусы по массивам компактного проживания вместе с звукоусиливающей аппаратурой, крутили кайтарма, обещали подвезти на участок и обратно, там бесплатные бутерброды, наверное, и фронтовые 100 грамм были. Но видел я и другие автобусы, которые ездили с казаками от одного избирательного участка к другому под предлогом там пропаганды культуры. Ну, то есть явку стимулировали, да? Нет, помимо всего прочего, это если эти летучие голландцы едут от одного участка к другому, ясное дело, что кто-то пришел, взял и бросил бюллетень, а потом взял и на другом участке опять бюллетень и бросил. Ну, скажем, я нигде не видел
таких больших очередей, которые бывают, даже там при явке 60-70%. Я таких очередей не видел. Мы и так смотрели, и через камеры видеонаблюдения, которые на отдельных участках установлены. То есть, и вот там, где я была, на этих избирательных участках, явка была невысокой. Спасибо вам большое. Заир Смедляев, активист Крымско-татарского национального движения, был с нами на связи. Напомню, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем вчерашний день, день выборов в Российской Федерации, которые также происходили на территории аннексированного Крымского полуострова. 8 800 10 06 926 номер телефона для звонков из Крыма. Мы услышимся через несколько секунд после выпуска новостей.